Национальному банку страны исполнилось 30 лет. На сегодня банковскую и платежную систему страны, безусловно, можно назвать одной из самых надежных в Центральной Азии, а обменный курс кыргызского сома стабильным в странах СНГ. Однако период становления Нацбанка нельзя назвать простым. Бывали и нелегкие времена, с которыми банк справился достойно, считает бывший председатель Нацбанка. В Кыргызстане самый низкий уровень инфляции среди стран СНГ. Если вы за 30 лет посмотрите стабильность национальной валюты, у кыргызского сома самая стабильная ситуация среди всех валют это СНГ. За этот период, например, российский рубль относительно сома девальвировал в 5 раз. Хотя у России совершенно другая экономика, правильно? Мощь. То есть это как раз и показывает, что, в принципе, вот в этих направлениях Национальный банк показал себя достаточно эффективным институтом. В стенах Национальной филармонии имени Тохтогола Сатылганова на высоком уровне отметили 30-летний юбилей Национального банка. Поздравить сотрудников главного финансового регулятора страны пришли ряд депутатов Жогорку Кенеша, представители банковской сферы и ветераны отрасли, а также глава Кабмина. В свою очередь Акылбек Джапаров, поздравляя весь коллектив, отметил, что в соответствии с национальной программой развития страны до 2026 года развитие финансового рынка является одним из важных направлений. Цифровизация процессов и услуг на фондовом рынке, запуск финансового маркетплейса, позволяющего нашим гражданам на одной платформе в онлайн-режиме приобретать финансовые продукты, проведение дополнительной капитализации Айлбанка и РСК банка, апробирование применения цифрового сома, что является актуальным на фоне развития всех финансовых цифровых технологий. Председатель Кабмина добавил, что в условиях сложившейся геополитической ситуации на внешних финансовых рынках наблюдается высокая волатильность курса валют стран, являющихся торгово-экономическими партнерами Кыргызской республики. В связи с чем перед Национальным банком стоит ответственная задача по поддержанию стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики. Данная ситуация указывает на важность Национального банка как финансового института, который будет продолжать вести работу по сохранению покупательской способности национальной валюты, обеспечению стабильности финансово-банковской системы, а также сохранению доверия населения финансовым учреждениям. На мероприятии рассказали о достижениях Нацбанка за 30 лет. Речь шла и о кыргызском соме. Кыргызстан стал второй после России страной, где после развала Советского Союза ввели собственную национальную валюту. Это было частью плана по стабилизации экономики. С тех пор прошло 30 лет. Несмотря на периодические экономические потрясения, наша валюта доказала свою состоятельность и сохраняет стабильность. Нужно отметить, что появление кыргызского сома помогло укротить гиперинфляцию, и к концу 1994 года она упала до двухзначных значений. За эти 30 лет Национальный банк прошел большой путь развития, преодолевая разные вызовы. Важным событием и результатом упорного труда также стало создание собственной платежной системы Элькарт в 2006 году, которая обеспечила безопасность отечественной финансовой системы и независимость страны от иностранных операторов. На сегодняшний день все платежи проходят через систему Элькарт. Пользователи Элькарт сегодня тоже защищены от рисков, связанных с информацией связанных с картами, международными картами. То есть это еще раз доказывает правильность тех решений, которые принимались еще тогда, то есть создание независимой своей национальной платежной системы. Национальный банк Кыргызской республики был создан после обретения государством суверенитета. Постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан от 6 марта 1992 года Кыргызгосбанк, созданный в 1991 году, был преобразован в Национальный банк Кыргызской республики. Именно эта дата стала отправной в официальной истории Центрального банка независимой страны. Основная цель Нацбанка – борьба с инфляцией, стабильность национальной валюты, сохранение ее стоимости и эффективное функционирование банковской системы страны. МБКР совместно с госорганами, коммерческими банками, партнерскими организациями и всеми заинтересованными сторонами намерен и впредь продолжить работу по всем направлениям своей деятельности для достижения целей, заложенных для обеспечения макроэкономической устойчивости, долгосрочного развития экономики и повышения благосостояния граждан Кыргызской республики.
Наргиза Нурмаметова, Нурдан Сергеев, «Пирамида».